Мы сейчас играем в игру «Зомби в доме». Там правило нужно найти ключи и канистру с бензином и выбраться из дома. Но на твоем пути встречаются разные зомби, собаки, пауки, и ты не знаешь, где они расположены, и это вот самый главный минус. Также там есть доски, какие-то оружия есть, они перемешаны со всеми этими зомби. И вот нужно найти вот это все. Мой персонаж полицейский, и у нее есть на постоянке пистолет с собой, и я могу постоянно стрелять. То есть если ты какое-то оружие находишь в доме или на улице, то оно одноразовое. Если ты пристреляешь какого-то зомби, то потом ты просто сдаешь это оружие, а у меня оно не кончается. Да вообще интересно, я там силач, у меня целых 5 жизней. Ну вот, правила игры таковы, что там нужно найти канистру и с бензином и ключи от машины. По легенде, на машине, которой вы приехали, она сломалась. И в конце дома на противоположной стороне есть машина, но к ней нужен бензин и ключи от машины. Чтобы их найти, нужно заходить в дом, обыскать всю территорию самого дома, чтобы найти канистру и ключи от машины. Но есть одно но. Там ходят зомби там, и собаки и так далее. Там есть один гигант зомби, и он, как сказать, ну он самый сильный там. Ты можешь найти оружие и убить зомби. А если у тебя нет оружия, то вот ты отдаешь сердце, получается. Всего 3 сердечка. Моя сестра, она была очень далеко, то есть от машины, и она попалась к главному зомбаку, боссу, то есть, и стала зомбаком. Я играла в игру «Зомби в доме», и я все время была последней. Меня это раздражало, но потом я поняла, что я могу быть зомби. Потом я открыла одну карточку, и там появился мега-зомби. Я там всех почти слопала, вот у моего брата Артура взяла все сердца. Мне теперь нужно сделать, чтобы я взяла сердце у Роберта, у него осталось 2 сердца.